Добрый вечер. У нас в гостях известный российский ученый, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Новосибирского университета Юлий Худяков. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. В прошлой нашей беседе мы говорили про енисейских кыргызов, их вооружение и другие вещи, связанные с этой историей. Вы часто приезжаете в Кыргызстан, вот здесь тоже исследования проводите. Какие последние исследования прошли? И вот я слышал, подняли инициативу проводить каждый год худяковские чтения, да, в Кыргызстане, здесь, в Академии. Предложение было, да. Я желаю успеха, чтобы эта инициатива воплотилась в жизнь. Какие исследования на территории Кыргызстана вы проводили раньше? Ну вот с начала 80-х годов, после того, как вышла моя первая книга, обо мне узнали в Кыргызстане. И мы встретились году, наверное, в 83-м, так, на одной из конференций в Сибири с известным кыргызстанским археологом Исманом Кажембердиевым. Он меня тогда пригласил сюда, я приехал, это было, по-моему, весной. Ну и, конечно, очень большой интерес это вызвало. Я сам до этого не занимался Кыргызстаном и так далее. Значит, кыргызские коллеги стали меня приглашать вот, в составе отряда Табалдиева. Я работал. Ну и самое главное, значит, как у нас в России, в Сибири накоплены очень большие материалы в музее коллекции. Здесь есть музеи, даже есть село Новониколаевка, тезка, так сказать, Новосибирска. Новосибирска же раньше назывался Новониколаевск. Там очень хороший музей, именно школьный такой, как сказать, ну, поселковый и так далее. И люди продолжают его сохранять, что это очень, конечно, важно. В ходе раскопок я принимал участие в работах, значит, вот Кадычи Ташбаевой, один сезон я с ней был вместе мы приезжали, несколько ребят со мной. То есть налаживались определенное такое сотрудничество и так далее. В основном, последний раз мы были вот предшествующие, это значит у нас, ну, наверное, в 98-м году последний раз. Нет. Года два назад, в общем, удалось проработать материалы. Это в Омске есть такой радиозавод, который сотрудничает здесь с Кыргызстаном, и он финансировал наши работы. Мы смогли принять участие, вот, работали на Иссыкуле, Таласской долине, Чуйской долине, в основном осматривали музейные коллекции. Но когда я с кыргызскими коллегами участвовал в раскопках, то раскапывали памятники древних тюрок, погребения с конем сопроводительные. Они так, очень похожи на те, что и у нас тоже есть тюрки с конем. Енисейские. И на Енисее есть, и в Туве, и в Монголии. В этих местах разных я принимал тоже участие в раскопках. Вот откуда появилась такая традиция вместе с лошадью героя хоронить? Ну, это еще в скифское время получила распространение такая традиция.
курган Аржан, там вообще 175 лошадей захоронено. Да, интересно. Это же как-то не совсем практично, или как? Ну да, ну там в честь какого-то очень крупного вождя, там... Жертва, да? Да, жертвенные. Были же некоторые традиции у некоторых народов жену погибшего тоже. Ну там, да, несколько человек захоронено. К сожалению, вот центральная часть была разграблена. Этот курган очень большой, заметный. На севере Тувы он расположен и так далее. А потом постепенно это, так сказать, изменилось. Стали помещать 1, 2, 3 коней, потом 1 коня, а потом шкуру коня, то есть голову и 4 ноги самого коня съедали на поминках, а это захоранивали таким образом. Интересно. Но зато все равно клали, иногда туда прямо набивали эту шкуру сеном. Чучело, да? Да, чучело получалось. Одевали узду, седло, ремни эти седельные с бронзовыми бляшками. Бронза, она же консервирует очень сильно, и поэтому иногда сохраняются целиком кожаные ремни, несмотря на вот, что прошло много сот лет. Мы такие тоже находили, тетушки. И вот в Кыргызстане вот эти раскопки проводятся, но иногда мы слышим, видим, что вот то, что раньше грабили эти все курганы, да, даже сейчас, в 21 веке, не могут сохранить, и государству не хватает средств все это как-то оградить и сохранять для следующих исследований последующих. Ну, к сожалению, да. Причем так даже, я бы сказал, рационально, то есть эти грабители, они набираются определенного опыта, они даже целиком курган не раскапывают, а копают только в тех местах, где что-то может лежать. И получается, что скелет вроде есть, а в 2-3 местах он это поврежден в результате вот грабежа, да. А вот в Кыргызском историческом музее была мумия. Ее взяли и не где-нибудь там в 17-16 веке, а в 21 веке ее выкопали, отнесли туда в Баткен и похоронили. Как вы к этому относитесь? Ну, это, конечно, думаю, странноватая идея, на мой взгляд. Все-таки эта же мумия, она довольно долго экспонировалась в музее и так далее. Ну, мне кажется, это ошибка. Почему научное сообщество не смогло остановить вот эти дикие, я бы сказал, действия? Ну, мне сложно судить, почему. Я знаю, что ученые выступали против этого захоронения в Кыргызстане. И получается, сила науки, сила научного сообщества настолько слабая, что какие-то люди, вооруженные такими древними какими-то средневековыми понятиями, побеждают. Ну, мне сложно судить об этом. А вот как вам состояние вообще музеев в Кыргызстане сейчас? Как вы говорите, вот да, там... я бывал и очень рад тому, что до сих пор сохраняются музеи, и районные, и школьные даже музеи и так далее. Да? Это очень здорово, потому что, конечно, свести все только в один центральный исторический музей невозможно. Это то, что на местах это тоже сохраняется. Мне кажется, это очень важно и вот в плане развития туризма. То есть люди будут приезжать, смотреть. Это должно вызывать интерес, во всяком случае. Вот я знаю, что в Китае очень активно
приглашают туристов. Ну, там кто-то, конечно, в горы идет, кто-то еще что-то. Но, тем не менее, в Синьцзяне они там из-за очень большой жары сохранность очень хорошая. Все высыхает. И, вода уходит. Да. Одежда, там, шерстяные изделия, в общем, все это тут с большим трудом археологи реконструируют, потому что все истлело, какие-нибудь фрагменты остались. А там это иногда сохраняется просто вообще идеально, начиная с бронзового века. Вот андроновские. И вот эта мумия, которая была в Кыргызском историческом национальном музее, она тоже сохранилась, говорят, вот эта почва песчаная, как-то вот она наверное, помогла да. сохраниться. Ну, наверное, да. А вот захоронение, если вот археологию взять, сходство есть между захоронениями кыргызов, енисейских кыргызов, и которые жили здесь, на Тянь-Шане? Ну, на Тянь-Шане кыргызы приняли ислам, поэтому уже обряд кремации не использовался. Хотя отдельные памятники с кремацией тут находят, но они относятся к разным эпохам. А вот если религию каким-то образом отделить, вот именно кроме религии какие-то есть, какие-то остались какие-то связи вот этих традиций? Ну вот в вашем центральном музее есть экспозиция, посвященная енисейским кыргызам, памятники, там есть очень хорошие сохранности. Я говорил, что вот меня оружие кыргызов заинтересовало прежде всего своей идеальной сохранностью хорошей. И вот такие стрелы, найденные на территории Кыргызстана, тоже. И они экспонируются. Они похожи, да? Они похожи, да. А время разное? К какому веку они относятся? Там енисейские захоронения здешние. Ну, здесь они датированы эпохой Великодержавия, что вполне... Тоже 9-й, да? 10-й вполне век. возможно. Это просто об одно время было. Ну да. Ага. И вот это великодержавие, то, что вот Бартольд говорил, этот каганат простирался до здешних мест, до Тенгиртау? Да. Ну, до восточных отрогов Тянь-Шаня точно, потому что есть письменных источников, что они там за телесские племена бежали из Центральной Азии и как бы не захотели подчиниться. В кочевом мире так бывало неоднократно. Тот, кто терпит поражение, он пытается уйти. Недосягаемым стать. Да, куда-нибудь подальше, да. И вот телесские эти племена, они бежали к границам Китайской империи Тан. Это вот современная провинция Ганьсу, Синьцзян. Бежали там вплоть до Забайкалья. Оттуда за ними посылали вот кыргызского министра Або. Он с войском. А кыргызы пытались их всех вернуть на прежние места, потому что, скажем, земли-то хватает, а население ушло. Вот министр, вы говорите, министр чего он был, или как там это все, иерархия была? Это китайский термин. То есть один из военачальников, скорее всего. А китайцы назвали его соответственно, министром, да? Своим термином. А вообще вот устройство какое было в то время кыргызского каганата? Такая вот пирамида власти, или как ее назвать? Ну, пирамида власти во главе Каган. Несколько раз войны начинались именно из-за того, вот с тюрками, с уйгурами, из-за того, что кыргызский правитель принимал титул Кагана. И тем самым как бы провозглашал свою независимость. А тюрки и уйгуры пытались не просто разгромить, а и титул понизить.
Называли его там Песцетунгединь, то есть Тигин, принц, Ага. по отношению, значит, к Каган, это равносильно императору и так далее. Поэтому из-за этого тоже бывали вот военные столкновения. И вот насколько это эффективное управление было, вот это устройство, как вы считаете, в то время, вот во время этого великодержавия, как его называют? Ну, по крайней мере, в течение около сотни лет удалось Сохранять. да, сохранять на такой большой территории и так далее. Многое получилось именно из-за того, что вот часть кочевого населения бежала, и за ними как бы в погоню отправляли, чтобы их вернуть назад. Не обязательно захватить всю эту громадную территорию само по себе. Ну, потом, ведь кыргызский правящий род, каганский, он вел свое происхождение от китайского полководца Лилина эпохи еще династии Хань, то есть начиная там со II века там, до новой эры и так далее. И поэтому поначалу в Китае был очень большой энтузиазм. Они думали, что раз правящая династия Тан, они родственники, ну, очень отдаленные, конечно. И был обмен посольствами, китайские посольства приезжали на Енисей, кыргызские несколько раз. Вот у вас тут работала китаист Галина Петровна Супруненко, она перевела все эти письма китайские, которые сохранились. Там важная информация содержится о кыргызах. Это издано еще, ну, начиная с 60-х годов здесь, в Кыргызстане. Ну, это была традиция, вот эта династия, да, или этнические, не этнические? Нет, конечно, это традиция управления. То есть это как бы потомки того рода. Ну, кроме того, в самом начале был правитель, который назывался китайцами Цигу, то есть кыргыз, из правящего рода Чурак Ашина. Он тоже одно время, значит, какое-то время управлял. Потом вот в 7-8 веках, когда был второй восточный тюркский каганат, там тоже же Каган Капаган признал за кыргызским правителем Барсбегом право называть себя Каганом, то есть он признал как бы равенство. И выдал за него свою племянницу, родную сестру будущего Бельге Кагана и принца Кюльтигина, знаменитого батыра, так сказать, тюркского и так далее. То есть были такие моменты, когда, значит, вот тюрки и кыргызы, ну, скажем так, признавали друг друга, признавали титул Кагана, а до этого несколько раз воевали только из-за этого титула. Значит, Барсбек был Каганом, да? Да. Провозгласил себя. Он провозгласил себя, и Каган Капаган тюркский признал за ним это право. Ну, он там, правда, пишет так, что мы даровали ему титул Кагана. Ну, на самом деле, просто признал. Но потом они все-таки напали и Потом убили напали, Барсбека. да, его убили, потому что опасались, что кыргызское государство, оно сильно усилилось и может представлять опасность для восточных тюрок. Они совершили такой переход, как говорится, через Альпы, через восточные Саяны, вернее, через Саянские горы. Это где-то вот в районе река Ана, она до сих пор так называется. Это какой век, какие годы, получается? Это вот зима 710-711 года, то есть начало 8 века. И потом больше 100 лет
пришлось снова собирать силы, чтобы вот это уже когда великодержавие началось, да? Ну да. Но, видимо, государство тюрки-кыргызское не ликвидировали. Ну, во-первых, принцесса же тюркская была замужем, да, за Барсбегом. Видимо, были дети и так далее. А вот эти во время великодержавия каганы, и они потомки или не потомки Барсбека? Как там? Нет, они должны были быть потомками, да. А вот не расписана, да, вся эта генеалогия, как-то вот не Нет, расследована? там есть такой титул Инвучен Минхан, Джун Инвучен Минхан. Это китайские титулы, которые даровали китайские императоры. Вот Кагану, который победил уйгуров, и его сыну и преемнику найдена памятная стела в честь Инвучен Минхана и так далее. Но, к сожалению, имен неизвестно их. Они летописи как-то не было традиции Нет, такой такой писать, традиции да, не только было. вот на камнях иногда делали стелы. Ну, это, да, памятные стелы как бы от имени этого человека. Указывается, кто там чего. А вот нынешние ученые там в Кыргызстане или вот в Новосибирске или других городах, Омске, этими именно вопросами как-то занимаются? Сейчас есть такие ученые? Вот эта связь, например, Барсбека с поздними каганами времен великодержавия и вообще все эти... Ну, это как бы не оспаривалось никем, так что это общепринято считается. Нет, ну так, общепринято, но вот чтобы это хорошо так все это расписать, всю эту теорию, что зачем было, кто кому наследовал и так далее. Ну, проблема в том, что мы знаем только одно настоящее имя Барсбек, да. Другие имена неизвестны. И есть вот... ну, Курлун есть, но он не Каган уже был, а князь. После окончания великодержавия енисейские кыргызы там разделились на 3 княжества. И их правитель назывался Инал. И там отдельные Это имена. титул, да, Инал? Да, титул такой. Ну, так иногда считается, что это был наследник престола, вроде как мог называться. И вот когда это каганат распался, многие кыргызы остались, некоторые жить там на территории нынешней Монголии, Китая, да, некоторые остались на Енисее, часть осталась на территории нынешнего Кыргызстана. До переселений тут же остались некоторые, наверное, от каганата, во время каганата, которые здесь оказались. Ну, я предполагаю, что в основном вот в источниках говорится, что они были на территории восточной части Тяньшаня, и поэтому, значит, там занимали города, там Пенчул, Аксу, до сих пор Аксу, есть такое. В нынешнем Синьцзяне, да? Да. А затем вот в середине 2-го тысячелетия они распространились и на западные отроги Тяньшаня, то есть на территории нынешнего Кыргызстана. Ну, вы же знаете, что автономный район Кызылсу находится в Синьцзяне, кыргызский, как раз на границе с Кыргызстаном. Ну, получается, вот, а потом вот эти переселения были связаны с изменением климата, да, вот то, что вот из Енисея, говорят, несколько, 1, 2 или 3 этапа были, вот они шли на юг, потом вдоль Гималаев, пришли на нынешние территории. Миграция вот эта? Нет, Гималай это далековато, да. Но до Тибета кыргызы доходили. На Памире я, кстати, первый раз кыргызов встретил, настоящих, именно когда был в экспедиции еще студентом на Памире. Там на самом высокогорном памирском плато живут не памирцы, они пониже немножко, вот в районе реки Пианс там и так далее. А там живут именно кыргызы.
Памирские, как бы. Улупамир, да, называется? Большой Памир. Ну да, на Большом Памире там. Много? И сейчас они там остаются, да? Есть Ну, еще? вроде бы, да, я, конечно, давненько не был, это было еще 70-е годы. Ну, вроде, да, есть, вот, кто пишет из кыргызских ученых, о них тоже упоминает. Пытались некоторые, да, вот из Афганистана переселять, но как-то вот не совсем получается. Там они как-то обособленно Часть живут. в Турцию с Афганистана уехала там. Мгм. Э, Во времена Рахманкулхана, да? Да, видимо, да. Это 30-е годы где-то, да, 20 века. Ну да, там даже из Кыргызстана ездят люди, ученые, исследуют и преподают там в провинции Ван, да? Да-да-да, В это Турции. высокогорная местность, озеро высокогорное находится. Какие у вас сейчас планы научные с Кыргызстаном связанные? Ну, мы надеемся, вот при поддержке ваших инициативных бизнесменов вместе с кыргызскими учеными, с Кубатом Табалдиевым, Карозом Салтабаевым, Кумбулатом Акматовым и так далее, продолжить исследования в области вооружения военного дела средневековых кочевников на территории Кыргызстана, там тюркского, монгольского времени и вплоть до уже кыргызского времени. То есть это много очень. Вот мы поездили по некоторым местам, много интересных находок хранится в местных музеях. Это все можно вводить в научный оборот, исследовать и так далее. Так что я думаю, что это будет продолжением тех работ, которыми я занимался и раньше, но включая и территорию Кыргызстана тоже. А вот эти худяковские чтения, чтобы осуществить, какие необходимые какие-то административные или другие орг-вопросы? Ну, я сам вряд ли буду, конечно, заниматься чтениями в свой адрес. Если кыргызские ученые сочтут это необходимым и желательным, то при поддержке бизнесменов организовать это вполне возможно, мне кажется. Во всяком случае, конференции проводятся вот и здесь, в Бишкеке, и на Иссык-Куле. Последние годы несколько раз я приезжал на разные конференции. Вот фонд «Мурас» этим делом занимался и так далее. Инициаторы – это кто? Бизнесмены, да, в основном? Ну, сейчас это бизнесмены, а инициаторами научности это вот Тынчтыкбек Чоротигин, ну и Кубатбек Табалдиев участвует, и другие ученые. То есть идея была давно, или вот сейчас возникло эти ежегодные чтения проводить? Ну, значит, вот ежегодное чтение – это предложение вот со стороны бизнесменов, а до этого проводились конференции, посвященные другим сюжетам. Ну, спасибо вам большое. У нас и время уже подходит к концу. Желаем вам успехов дальнейших, научных, творческих и многих лет вам. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и согласились дать интервью. У нас в гостях был известный российский ученый, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Новосибирского университета Юлий Худяков. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.